Середина XX века ознаменовалась постройкой многих знаковых домов Сухума. Один из них украсил прибрежный квартал столицы. Дом с колоннами, построенный в 50-е годы на улице Энгельса, ныне Мара, конечно, выделяется среди других домов своей монументальностью. В 50-х годах прошлого века вот по улице Мара был построен этот дом за нашей спиной. И мы сегодня с Салей Хапышт, архитектором нашего города, немножко расскажем нашим телезрителям об архитектуре старого дома Сухума. Ну, понятно, сталинские дома, они все отличаются своей такой брутальностью, своей такой мужественностью, сталинские дома. Но у каждого дома есть свой стиль индивидуальный. Вот об этом доме что мы скажем, какова его архитектура? То, что характерно сталинскому ампиру, все типичные стили и характерные ему декоративные элементы использованы в этом здании, но в меру, без излишеств. Есть акцентные части в виде портиков, которые на втором-третьем этажах над входами, над подъездными частями. Весь фасад, можно сказать, симметричный, что тоже характерно ампиру. Вообще сталинский ампир, он был создан как после Второй мировой войны, и вдохновлялся он античностью греческой и римской. Насколько правдивые слухи, что сталинский ампир появился после конкурса на проект Дома Советов. Вот. И после этого уже архитекторы, художники, конструктивисты, неоклассицисты, и они вдохновлялись вот античностью римской и греческой, и поэтому часто использовали в фасадах колонны, арки, декоративные элементы, карнизы, капители. Как раз-таки в этом здании у нас колонны, капители, основания. Также у нас фризы, но без декоративные, просто фризы. Бывали у нас и с декоративными, с барельефами. Здесь барельеф только вот если рассматривать в капителях, тоже с таким рисунком в виде звезд, который, наверное, отсылает к Советскому Союзу. Также декоративные элементы здесь на балконных частях. Это балясины геометричной такой формы, прямоугольный. Все это очень, сам сталинский ампир всегда был такой геометрический, геометризмом, четкие формы, строгие, именно в этом здании тоже просматривается. Салли, вот мы сейчас подойдем более близко, и ты нам о деталях расскажешь. Но вот у меня такой вопрос. Вот 70 лет прошло, Сухум уже застраивается совсем другими домами в стиле хай-тек, современные стили какие-то. А как ты думаешь, вот дома той эпохи очень сильно устарели? Насколько гармонично они смотрятся вот в наше время, сталинские дома? Вот, кстати, как архитектор, может быть, как и дизайнер, я могу точно сказать, что сталинки у нас пользуются спросом. Ну, у нас это у архитекторов так же, как и у обывателей, потому что, мне кажется, в основном из-за того, что грамотно распределены комнаты в интерьере, внутри комнат, планировок, каждому помещению отдельное зонирование, грамотное расположение всех функциональных зон, плюс высокие потолки. Все, что мы любим, это свобода, пространство, воздух. Поэтому они до сих пор, мы стараемся, ну, как дизайнеры, стараемся сохранить старые декоративные части в сталинках. Это очень интересно смотрится в современном исполнении. Поэтому я считаю, что и в архитектуре, в фасадных частях тоже все это очень нравится глазу человеческому, поэтому интересно наблюдать. И многие даже пытаются повторить какие-то элементы в своих фасадах, в современных зданиях. Как-то вписать ту старую культуру, ну, не повторяя один в один, но как-то вписать в это все в современный стиль.
То есть совершенно не смотрятся они устаревшими. Мгм. Это очень современные, на мой взгляд, дома, и каждый хотел бы жить в таком доме. А вот по поводу высоты потолков, это уже доказано, что когда над человеком очень близко расположен потолок, что это даже влияет как-то и на психологическое Да, поведение человека. И наоборот, когда над человеком пространство, слишком высокая. совершенно другое восприятие мира. Ну что, вот мы подошли ближе с Али, и совершенно тут уже очевидно, что весь первый этаж они сделали рустовку, да, сделали. И видно, что эта рустовка не настоящая, а это стилизация. Да, потому что чаще всего первый этаж сталинок обрамляли или вообще ну, они должны были быть монументальные, такие Мгм. громоздкие, как основание, которое выглядит очень надежно. Да. Поэтому чаще всего это либо из больших каменных плит строилось, э, поэтому, скорее всего, здесь просто вот декоративная штукатурка под камень для такого образа, чтобы не отходить от образа, да, что первый этаж такой массивный из камня. И Да. только вот с этого фасада у нас получается такая ростовка. Ну, странно, да? Рустовку обычно делают по цоколю, а здесь она поднята на весь первый этаж. Согласись со мной, что это не часто такое Да. прибегают к такому методу. За счет этого, возможно, оно кажется гигантским, но не настолько, насколько оно могло бы казаться, если бы не было такого выделения первого этажа. Оно как будто бы сажает здание на Мгм. землю и как-то более-менее вот в масштабе оно гармонирует. Мгм. И все же, как правильно сказала ты, первый акцент – это вот эти выдвижные портики. Что мы о ним более подробно скажем? Ну, часто портики, они состояли из нескольких частей. В основном это основание колонн, колонны, балясины, если там были перила, как раз у нас они есть. Колонны уже удерживали сам карниз, кровельную часть и все эти декоративные элементы, фризы, карнизы. Вот у нас получается таких два акцентных выступа. Чаще всего вообще, портики стоят на земле, и как, навесы, которые мы часто видим в современных зданиях. Почти по функционалу это то же самое, просто как входная зона, которую нужно выделить, еще и, масштабировать глазу, и чтобы казалось таким массивным здание, чтобы было помпезным, что и нужно было сталинскому имперу. Поэтому вот часто использовался такой прием. Самое интересное, что в портиках можно было сделать 2 колонны, но сделали 4. 4 колонны, и поэтому это смотрится очень массивно Да. благодаря этому. Возможно, все это, у архитектора пошло от композиции вот всего фасада. Скорее всего, в горизонтали, фасад делился на 2 части, и каждый элемент еще раз на 2 части делился, поэтому, скорее всего, архитектору показалось, что 2 колонны будут смотреться слишком как-то тонко, и нужно было, как раз мощность эту показать, что и получилось у нас благодаря этим удвоениям колонн. Мгм. Хотя они стоят на одном основании, но все равно вот раздвоенные части. Прямо на фасаде мы видим пилястры Да, с колоннами и тоже звезды, что наверняка не должно было бы быть на древнегреческой колонне. Но здесь, скорее всего, да, правильно, отсылка. отсылают нам к символике Советского Союза. Звезды пятиконечные. Да, чаще всего, использовался барельеф. Это, скульптуры, которые выходят наполовину, хотя бы наполовину, своей части от фасада или от плоскости, в которой они находятся. Здесь как раз таки, скорее всего, хотели упростить, и не загромождать фасад, поэтому упростили эти барельефы на пилястрах.
но все-таки с отсылкой, мне кажется, и по 3 разделили композиционно, и там тоже по 2 колонны. Как-то композицию поддержать, симметрию поддержать пытались. Самое интересное, что помимо этих портиков здесь есть балконы, такие ажурные, очень характерные для сталинских домов, как ложи какие-то, да? Вот. Да, часто балкончики были вот небольших размеров, но выступали, при этом их тоже украшали, декорировали балясинами, э, колоннами. Здесь они друг друга поддерживают тоже в объеме такие же масштабные, как эти портики наши, но при этом в каждой квартире свой балкончик и маленький такой, ну, функционально его используют только вот выйти на кофеек попить, там, сесть за столиком. С проспекта Яйра, конечно, этот дом более знаком нашим жителям. Но вот тут мы, наверное, Салли, обратим с тобой внимание наших телезрителей на то, что все-таки этот дом отличают еще и какие-то граненные колонны. Обычно колонны же круглые, а в данном случае Тут мне, они... да, мне кажется, здесь они шестигранные, возможно, пятигранные, так как у нас еще и звезда пятиконечная, отсылка к пятиконечной звезде. По периметру портиков также у нас, обратите внимание, и забор тоже из этих пятигранных колонн. Мне кажется, и все это в композиции было задумано. Плюс еще сами стены внутри здания, они массивные, обычно идут по 50 там, сантиметров в ширину. Плюс эти колонны, они должны были совпадать осями. Скорее всего, эти оси тоже были простроены с таким замыслом, что они будут таких размеров массивных. Вот. И здесь, кстати, с этого вида, мне кажется, уже заменены были балясины, более такие классические. Здесь по тому фасаду с левой стороны у нас прямоугольные, геометричные, тут у нас уже более круглые формы. Здесь, мне кажется, все-таки фасад более прямоугольный, геометричный, четкий, строгий, без зарочных каких-то плавных линий, систем таких. Салли, я вот призываю наших зрителей тоже обращать внимание на детали. Вот архитектор сейчас нам указала на то, что эти колонны совершенно соотносятся с гранями вот этой изгороди. Вот такие вот детали замечать очень интересно. Мы призываем вас к этому. Еще обращаю ваше внимание, у этого здания явно видно, что рамы на окнах не были задуманы архитектором сталинского периода, но жильцы этого дома, скорее всего, жильцы так скооперировались совместно. Кто-то решил поставить рамы такой формы, и как бы чтобы не разниться, и чтобы подчеркнуть общий вид фасада, скорее всего, они решили сделать одинаковые рамы, что, мне кажется, и по цвету подходит, и сливается с цветом фасада. Плюс очень гармонично смотрится, симпатично. Такой немножко отсылка барокко, наверное, решили подчеркнуть так сталинский ампир. Часто такое используют и в хрущевках. Если кто-то меняет оконные рамы, цвета рам, стараются сочетать с соседями, чтобы не выбиваться из общего вида фасадов. Ну вот с обратной стороны здания видно, совершенно очевидно, что здесь применен такой архитектурный прием, как ризолит. То есть выступ из основной части здания. Да, скорее всего, это опять-таки прием, который используется для того, чтобы человеку казалось это здание мощным, помпезным, чтобы
придать характера какого-то зданию. Плюс это у нас внутренний двор, подъезды с выходом во внутренний двор жилого дома. Как говорится, можно было бы и не заморачиваться с фасадом заднего фасада, но все-таки, мне кажется, в то время, в сталинское время, ко всему этому строго относились, поэтому в обязательном порядке весь декор повторялся как со всех сторон, везде все должно было сойтись, хоть здесь у нас скорее всего, рельеф немного под уклоном, но все равно параллельные линии все сохранялись, геометризм тот же, в более упрощенном виде, но он остается таким же, как и на главных фасадах. Тщательность и великолепная продуманность всех деталей, согласись, Салли, Да, характерна для домов сталинских да. построек. Да, мне кажется, даже не архитектору, посмотрев на здание, будет понятно, как оно разделено, сколько здесь квартир приблизительно понятно, как обустроено внутри, насколько комнат разделено. Э, Весь фасад такой симметричный, мне кажется, и вот эти вот на три части разделенные у ризолита формы тоже имели какой-то смысл. Скорее всего, нужно было разделить и квартиры, и подъездную часть, поэтому и оси все на планировке эм, с- э, оставить их в таком виде же. Еще мне кажется, что по оси улиц часто строили, тоже к этому строго относились и придерживались этого. Поэтому здесь вот как раз-таки вот в этом здании строго все это просматривается. Все линии, все оси, все совпадают так, как надо. Вот. Это вот, Перфекционизм такой, это да. вот и есть тот знаменитый метод квартальной застройки, Да, когда здание по оси улицы да. шло, да, и все пространство только внутри квартала было свободным, а по бокам были как раз вот эти застройки. Мгм. Очень многие архитекторы утверждают, что таким методом надо и дальше Застраивать. застраивать наш город. Да, согласна с этим. Середина XX века ознаменовалась постройкой многих знаковых домов Сухума. Один из них украсил прибрежный квартал столицы. Строительство Сухум-ГЭС было начато в 1934 году, и уже через год стали строить дом для его сотрудников. В 1937 году дом был сдан в эксплуатацию. Долгие годы он носил название «Дом энергетика», а в народе его называли «Дом с пальмами». В его строительстве принимал активное участие молодой инженер-строитель Евгений Амичба, только что на отлично закончивший Новочеркасский политехнический институт. У этого дома необычная планировка. Ну и, наконец, дом по улице Званба очень интересен тем, что тут необыкновенная какая-то планировка. Дом вытянут не вдоль улицы, а наискосок к углу квартала. Салли, это необычно, согласись, для Сухума. Да, необычно для нашей застройки квартальной, но часто используют такой прием в квартальных застройках, там, где градостроительный кодекс прописан таким образом, чтобы дома были открыты улицам. Когда диагонально стоит к проспекту, ну, к перекрестку дорог, тогда дом открывается больше обзору, нежели чем он стоит углом Г-образно.
Ну а что касается его архитектуры, то тут все-таки невооруженным глазом видно, что дом состоит из двух башенных частей и внутреннего мощного центрального корпуса. Но сам дом это как будто барочный дворец какого-то века, правда? Даже, мне кажется, ближе к античной какой-то эпохе, греческому, римскому стилю. Все это благодаря множеству арок, использованных на фасадах, колонны, ионические, классические. Тоже все это подчеркивает помпезность сталинского ампира в тех времен. Еще декоративные элементы. Если говорить о римской, греческой архитектуре, они же часто использовали арки как проемы, даже как и перегородки могли использовать. У нас тут в виде оконных проемов использованы. Также, где часть над кровлей, так называемая балюстрада, тоже очень много арочных частей с колоннами, с поддерживающими их. Плюс еще вертикальное выделение фасада благодаря этим колоннам, декоративным частям. Салли, вот ты сейчас сказала, что арочные окна, но я прошу обратить внимание, что здесь еще есть и просто прямоугольные Да. окна. То есть вот с такое вот параллельно построить и арочные окна, и параллельно идут и прямоугольные вытянутые окна. Это тоже характерно для сталинского ампира. Да, плюс еще они по высоте нестандартные для нас, для наших современных зданий. Они очень высокие, плюс еще потолки там внутри комнат около 4 метров, бывает и 4,5 метров. Но визуально нам кажется, будто бы из-за этих декоративных частей на фасаде, нам не кажутся они такими высокими. Хотя это здание, оно соразмерно какому-то пятиэтажному стандартному зданию. Потому что здесь высокие потолки. Высокие потолки. 3 этажа всего, высокие потолки. Ну, а на первом этаже та же рустовка, как и в доме на Академика Мара, однако здесь она более стилизованная, более такая уже современная, можно так сказать, да? Да. Но все-таки, мне кажется, здесь в этом здании много классических элементов. И та же рустовка, мне кажется, она более классическая, хотя и в современном исполнении. Плюс сочетается с геометрическими формами вторых, третьих этажей. Прямоугольные окна и арочные окна у нас только вот в этих башенных частях. Прямоугольные окна использованы в массиве этого здания, который соединяет две башни. И плюс наши проходы, подъезды тоже арочными, завершением арочным декорированы. А колонны, которые каннелированы и на протяжении 2 этажей являются, все-таки относятся к классическому ордеру, ионическому, да? Да. Плюс еще у нас там карнизы под основаниями кровельных частей. Все это тоже классические части украшательства в те времена, в античных временах. Ну и, конечно, большое внимание на себя берет и вот эта надкарнизная балюстрада. Да. Скорее всего, еще кровля тоже решена так, что она идет с уклоном внутрь двора, со всеми этими инженерными сетями. Все это было продумано, скорее всего, чтобы скрыть весь этот уклон кровли, который технически нужно было спрятать за ней. Сухум – это город, где памятники архитектуры соседствуют с современными домами. И мы специально с Салли выбрали эту точку. Отсюда очень хорошо видно, какой разноплановый наш город. Здания в стиле конструктивизма, кирпичный дом и сталинский ампир. Что скажешь по этому поводу?
Сали? Мне кажется, это вот самое яркое выражение разных эпох, разных настроений в обществе. Такой классический брутальный объем здания рядом с таким уютным кирпичным домиком. Все это на одном квартале соседствует. Это очень интересно наблюдать. Плюс еще для архитектора интересно строить рядом с такими домами свои Да. интересные формы фасады, так как в любом случае кто-то обратит на это внимание, и так же, как мы с вами, скажет, что посмотрите, как это все акцентно смотрится друг рядом с другом. Кто-то скажет хаос, а другой посмотрит и скажет, это разнообразие. Да. Разное настроение под любой Передаю. вкус, да. Благодаря тому, что дом построен наискосок улицы, образовался вот этот маленький дворик. И именно с этого дворика мы рассматриваем центральную часть нашего дома. И что мы здесь видим? Я обратила свое внимание в первую очередь на композицию, если смотреть по земле, на ландшафт. Дорожки у нас выстроены по осям входных групп, круговой проход и высадка деревьев по круговой линии, чтобы все это плавно переходило, перетекало друг в друга. Плюс еще, скорее всего, ландшафтный дизайнер или архитектор, который работал над двориком, продумал, откуда часто будут проходить жильцы этого дома, как здесь будут бегать детишки, чтобы все это было ограничено от проезда и от дороги. Плюс, если честно, создается такое ощущение, какое они, скорее всего, и закладывали, что это в городе, но и ограждено от города. Основная задумка, мне кажется, была такая. Понятно. А вот эта центральная часть фасада, которая вся украшена маленькими, я бы даже сказала, декоративными балкончиками. Потому что вот они настолько маленькие, что их функциональность даже непонятна. Для того, чтобы человек сделал шаг и вышел, открыл дверь. Это как французские балкончики, которые тоже узкие, декоративные. Можно сказать, у нас тут сталинские балкончики. Они не такие большие по площади, но при этом это основная, главная декоративная часть фасада. И если их убрать, это все будет смотреться простенько как-то. Поэтому, скорее всего, часто использовали балкончики только ради декоративности фасадов. Плюс еще небольшой функциональности квартиры нужно было все равно придать нежилой площади. Еще я заметила, что окна и двери у нас одинаковой формы, прямоугольные, вытянутые по одной высоте окончания и начала окон, плюс выходов на балкон. На втором этаже сохранились карнизы обрамления окон. На первом этаже уже у нас рустовка, и на последнем простые откосы оконные. Вот мы с тобой, Сали, сейчас прошлись всего лишь по 2 домам нашего города, но точно стало понятно, что один не повторяет другой, и что у каждого дома свой индивидуальный стиль, что-то такое, что отличает его от всех домов города, что говорит о том, что архитекторы, строившие эти дома, очень тщательно, очень продуманно подходили к геометрии квартала, к архитектуре самого города. Что ты скажешь? Да, я тоже считаю, что главное, архитектор должен отходить от места, где он проектирует, от того, какая загруженность дорог, какая проходимость людей. Если это жилой дом, обязательно, если есть и позволяет площадь, оградить двор, предусмотреть для жильцов место пребывания во дворе, на улице. Здесь, мне кажется, это все было продумано и реализовано. Плюс еще эти наши заборчики тоже выполнены, все это в стилистике, в одной стилистике с домом,
сочетается гармонично, не требует никаких вмешательств. Салли, и вот последний вопрос. Используешь ли ты в своих архитектурных проектах какие-то элементы сталинской эпохи? Часто мы это называем неоклассицизм, но есть частые запросы на то, чтобы задекорировать фасад, больше ажурности, красоты, декоративности, когда архитекторы больше склонны к современному к минимализму, люди все-таки жильцы домов, которые мы проектируем, часто просят какой-то декоративности для уюта, для какой-то личной им нравится наблюдать за этой красотой. Видимо, все это не просто так было задумано 50-70 лет назад. Поэтому у многих отклик о сталинках. Часто говорят, что любят квартиры сталинок, и фасады нам нравятся. Я бы не сказала, что для меня это слишком как-то пафосно и так далее. Мне кажется, все-таки сталинский период для многих архитекторов был важен, так как каждый из них должен был показать свою индивидуальность, выделиться, плюс часто проходили проекты какие-то на реализацию сталинских зданий, поэтому вот все мы до сих пор придерживаемся их в планировках грамотных разделений функций, функциональных зон, так же, как и в фасаде. То есть стиль жив и будет еще Да. жить и Развито. радовать нас, жителей нашего города, своей красотой, эстетикой. И, оказывается, это очень важно. Да. Это очень важно. Сталинских домов в Сухуми не так много, однако спутать их ни с чем нельзя. Они великолепно передают дух своего времени, сурового и временами помпезного, что называется, сделано на века. Надо думать, что еще не одно поколение будет иметь возможность любоваться красотой этой архитектуры.